Олимпийском парке, и мы с вами отправляемся на тренировку. Что же вас заставило прийти в 7 утра, ну в 7:30 сюда, в этот зал, на тренировку? Тренировки вообще все великие спортсмены, когда мы еще как бы их увидим, вот так прикоснемся к этой истории, которая вот произошла, я не знаю, у кого может еще произойдет, но я думаю, что в нашей жизни это вообще такое событие. А за кого будете больше всего болеть? Ну, конечно, за нашу. Ну а из наших за кого? За нашу девочку, естественно, за Юлю. За Юлечку. Ну, конечно, изумительная девочка. За нашу пару. Лосажар Троньков. Да, Троньков. Приятно присутствовать на тренировке по катанию шорт-трека. Я на самом деле не ожидала, что я увижу шорт-трек. Это оказалось крайне увлекательное зрелище. Ну и очень жду выступления российских фигуристов. За кого больше всего будете болеть из наших? Ну, наверное, за Липницкую. Все-таки за Липницкую. Да. Как оцениваете ее выступление? Ну, Юля восхитительна. Ну, такая спецзаморозка происходит, по-видимому, парижского тренера. Итак, шорт-трекисты закончили свою тренировку, и теперь этот вот чудный дядечка проверяет, чтобы температура льда подходила уже для фигуристов. Ну, через некоторое время будет заливка льда, а потом наши замечательные пары выйдут на лед тренироваться. Было вставать сегодня так рано, в 6 часов, приезжать сюда? Абсолютно. Я настолько была вообще в ожидании этого мероприятия, что, можно сказать, я всю ночь не спала. За кого больше всего болеете из наших? Ну, вообще, я за всю сборную, конечно, болею. Безусловно, это Татьяна с Максимом, с Лосажар Троньковым, вот, и ребята вторая и третья наши пары тоже мне очень приятно импонируют, поэтому, в принципе, я поддерживаю нашу сборную. И ваше обращение ко всем нашим болельщикам, что вы им пожелаете? Болейте за наших ребят, поддерживайте их и понимаете, что все-таки каждый из них представляет честь нашей страны, поэтому это для них очень ответственно и волнительно, поэтому давайте их поддержим.